Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Книга моего деда Куркута – древний героический эпос огузских тюрков. Куркут и его сочинения занимают прочное место в истории словесности большинства тюркских народов. Содержание исследования. Куркут – легендарный тюркский мудрец. Баксы – сказитель, музыкант, предсказатель. Легенды и предания о нем имеют распространение среди огузских и кыпчакских тюрков. Турок, азербайджанцев, туркмен, гагаузов, казахов, кыргызов, каракалпаков, башкир и не только. Мы обсудили эту тему с гостями нашей передачи. Представителем Министерства культуры и информации Республики Казахстан Аскаром Турганбаевым и преподавателем Кыргызско-турецкого университета Манас Джингиз Буяром. Dede Korkut деген бұл Türk dünyasının, жалпы Türk dünyasının çoğun baylığı деп айтсақ болады. Türk dünyasında, Türk tarihinde ayavay büyük bizden adabiyat çıkarmalarımız var. Adabiyat ve madaniyatlık bağlılıklarımız var. Bular ötüken degen bugünkü Orhun'dan, Yenisey'den, Orhun Yenisey cazularından başlayıp Tanı Toğları'na kelgende Kutatku Bilik, Divani Lügatü Türk degen dey ayavay çon çıkarmalarımız var. Dede Korkut'un epostuk hikayeleri, anın Dede Korkut başında bolğun, kahramanı bolğun hikayeleri bul Türk dünyasının ayavay çon bağlılıkları dep aytsak bolot. Bul dastan özü literatura, adabiyattın bir teması katarı bolup eseptelgenim menen birge bul jalpı Türk dünyasının ötmüşten bugünkü güngө çeyinki tarihinin adabiyatlık türde çağıldırılışı dep aytsak bolot. Körküm türde çağıldırılışı dep aytsak bolot. Dede Korkut'un içinde filosofya var. Dede Korkut'un içinde adabiyat var. Dede Korkut'un içinde tarih var. Dede Korkut'un içinde bizden bardık ruhani bağlılıklarımız var dep aytsak bolot. Oşul üçün Dede Korkut bugünkü günde anın tarihi geografiyasını karasak Türklerin tarih sahnasına çıkan Altay Toğları'ndan başlayıp, Tengir Toğları'ndan başlayıp, Sırdarya'dan başlayıp, bugünkü Kazakistan'ın aymağından başlayıp, Özbekistan'dan, Türkmen Sahra'dan, Türkiye'den, Balkanlarga çeyinki aymakты içine algan çoğun bir geografiyadagi Türklerin tarihini çağıldırgan bir emgek dep aytsak bolot Dede Korkut'tu. Oşol emgektin, oşol dastandın başında bolğun, kahramanı bolğun Dede Korkut bolsa Türk dünyasının, Türk tarihinin bunday aytkanda bilge kişisi, hikmetli kişisi dep aytsak bolot. Al Türk tarihinin, Türklerin, jalpı Türk dünyasının bilge kişisi, hikmetli kişisi, arif kişisi dep aytkanga bolot deymin. Оскар Бey, вы как думаете, каждом эпосе, каждом образе Деде Коркута каждый тюркский народ может свой представлять, правильно? Да, может найти свои характеры, себя может найти. Любой, даже это не только народы, тюркские народы, любой человек может себя найти в произведениях Коркута. Дело в том, что среди угузской части, которая обосновалась в книге Деде Коркута, и среди кипчаков у всех есть одинаковый Коркут. У кипчаков, казахи, киргизы, узбеки, у них в виде мифа, эфсане, то есть рассказы, легенды, а в угузской части это целый эпос. Поэтому оно и эпос есть у казахов, у кыргызов тоже есть про Коркута, и у узбеков есть про Коркута эпос. То есть получается давным-давно живший человек, значит, 1100-1300 примерно. После этих лет до сих пор мы находим
легенды, мифы о Коркуте среди всех тюрков. То есть география, тюркская география. А по-другому называют, это не мешает, да? Ата Коркут, Коркут, Ата, Но это не Деде мешает, Коркут. потому что значения одинаковые. Например, Деде тоже Ата. У нас тоже, например, одинаковый смысл дает. А везде могиле Деде Коркута говорит и в Казахстане, и в Туркменистане, Ну, да, это в тоже- Байбурте. Да, это тоже одна из особенностей тюркских народов. Когда тюркские народы обосновались в одном месте, например, огузы обосновались еще в 9-10 веке в низовье Сырдари, а потом они, когда перекочевали, одна часть через Кавказ, другая часть через Иран, когда кочевали, они там же оставили имя местности, того же местности, например, Карачук. Это символически считается. Это символически считается, да. Это, например, есть Улутау в Казахстане, есть Улутау в Азербайджане, есть Улутау в Турции. Также есть Карачук в Азербайджане, в Турции и в Казахстане, например. Да? Вот имя, например, есть интересные в Казахстане, в Южном Казахстане, есть название местности Шаульдер. Это один из, это район, один из тайфа, скажем, угузов, то есть одна из делений угузов, название племени, да, название племени одного из угузов. Вот таких интересных фактов очень много. А могила Коркута тоже, когда перекочевали, они создавали новую могилу. То есть это у нас есть в этом, у нас в традиции в тюркских народов есть, например, Арсланбаб есть в Кыргызстане, Казахстане в 3 местах есть. Да. То есть говорят, что в 7 местах есть Арсланбаб. Тут также Деде Коркут есть в 4 местах, могила Деда Коркута. Это тоже традиция наша. Это тоже наши обычаи, которые люди, перекочевавшие с того места, чтобы не забыть свое прошлое, они ставили памятники. Это большая, это не просто так. Это делает не каждый народ. Это только тюрки делают так. Поэтому это наша традиция, надо чтить традицию, сохранять. Türk dünyasında aябай чоң бийик дастандар бар. Манас ошолордун башында келип атат мисалы да. Түрк дүйнөсүнүн эң чоң байлыгы деп эсептесек болот. Ошондон кийин дагы Түрк Деде Коркут ошол дагы биздин аябай чоң дастандардын катарында чоң бир руханий, маданий баалуулугубуз деп айтсак болот. Мен Түрк дүйнөсүндөгү дастандардын тарихи географиясы, алардын айтылуу салты, алардын темасы, алардын чыккан жеринен баштап башка аймактарга чейинки процесси боюнча маалымат бергенге аракет кылдым. Бул жакта менин негизги айта турган нерсем бул дастандардын маданий баалуулукту, маданий культуралык баалуулуктарыбыздын, адабий баалуулуктарыбыздын жалпы жагы. Бүгүнкү күндө биздин адабий баалуулуктарыбыздын темасыны караганда бардыгы окшош. Бардыгын окшоштук жагынан карайышыбыз керек. Мисалы бүгүнкү күндө Деде Коркуттун Теңир тоодо, Сырдария боюнда, анан Түркмен сахрада, Түркияда айтылып келиши ошол жагынан бизди биргелештирген жагы. Хакасияда болуп ошол жактагы дастан салтыны дагы изилдеп көрдүм. Ошол жактагы дастан салты дагы биздин жалпы дастан салтыбыздын бир бөлүгү катары болгонун көрсөткөнгө аракет кылдым. Географиялык жактан канча ырак болсо дагы ошол орток жактары, бирге болгон жактарынын Симпозиумы, фестивали, форумы, таких форумов надо постоянно проводить по главной теме, например, скажем, наши прошлые
идеологические, наши объединяющие, общетюркские темы должны быть, главные темы этих мероприятий. Тогда у нас сближение будет. Ну, конечно, исторически у нас было много, между даже тюркским народом были раздоры, но у нас и объединяющего начала очень много. Поэтому мы должны сейчас именно объединяющее начало развивать. Тогда у нас будет единство. Политологи говорят, что никогда не будет одно государство общее, тюркское. Кто знает, но все равно у нас одна общая культура тюркская. Эту культуру надо пропагандировать, надо развивать, надо, чтобы передавать новому поколению, чтобы они знали свою культуру и историю. Потому что у нас общая культура, общая история и наше, думаю, общее будущее. Спасибо большое. Чон рахмат. Рахмат, Чон рахмат сизге. В столице Кыргызстана состоялись ежегодные дни иранского кино. Культурное мероприятие приурочено к 41-й годовщине исламской революции в Иране. Открыто оно было показом короткометражного фильма об исламской революции. Уже после выступил директор Национальной библиотеки имени Алыкула Осмонова Джилдыз Бакашева. Дорогие друзья, уважаемые наши читатели, я искренне рада приветствовать в стенах нашей национальной библиотеки наших высоких гостей из дружественной страны Иран, чрезвычайного и полномочного посла Республики Иран в Кыргызстане господина Саида Харази, а также руководителя культурного представительства при посольстве господина Парвиза Хасими и наших уважаемых коллег. Сохраняя наследие великих предков Бируни, Ширази, Хаям, Хафиз, Сади, Фирдауси и многие-многие великие имена, которые своими произведениями, своим творчеством прославили Иран. И мы гордимся, что вот на протяжении многих лет успешно сотрудничаем с посольством Ирана, с культурным представительством Ирана в Кыргызстане, а также вот с Национальной библиотекой Ирана. Также на мероприятии выступил вновь назначенный посол Исламской Республики Иран в Кыргызстане Саид Харази. По словам посла, несмотря на политическую изоляцию Ирана, иранское кино притягивает к себе все новых и новых зрителей. Только за последние годы наши фильмы взяли более 2600 призов на международных киноплощадках. Не один раз наши режиссеры становились обладателями «Оскара», отметил посол. Добро пожаловать, господин посол. Мы вас поздравляем. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحالم که فرصتی شد تا در 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران Во имя Всевышнего, милостивого и милосердного, мне очень отрадно, что я принимаю участие на таком важном мероприятии культурного характера между двумя странами, Ираном и Кыргызстаном. Наше сегодняшнее мероприятие — это посвященное 41-й годовщине исламской революции в Иране, и это Дни иранского кино.
Исламская республика Иран на протяжении 41 года достигла очень больших высот в разных сферах. Одно из направлений, в которые были достигнуты высоты, это как раз сфера культуры, сфера кинематографии. Количество фильмов, которые были созданы после исламской революции, в 2 раза больше тех фильмов, которые были сделаны до революции. Телесериалы, которые были созданы после революции, я могу сказать, что их примерно 18 раз больше, чем было до революции. На различных кинофестивалях, на различных кинопремиях иранские фильмы занимают высокие места, призовые места. Мы после революции представили миру более 25 режиссеров, женщин, которые очень активно работают. Некоторые из них были победителями такого кинофестиваля, как «Фадж». Кинематография является одним из тех инструментов, через которые можно рассказать об революции, о достижениях революции в Исламской Республике Иран. И посредством этого мы смогли показать всему миру, посредством кинематографии мы смогли показать всему миру наши достижения. Значение, которое подают фильмы, иранские фильмы, они всегда сопровождаются культурой, всегда сопровождаются воспитанием, всегда сопровождаются придержанностью тех культурных ценностей и всегда сопровождаются и всегда имеют воспитательный характер. И мы очень надеемся на то, что опыт, который у нас достигнут за это время в сфере производства фильмов и кинематографии, мы очень надеемся на то, что мы сможем обменяться этим опытом, предоставить этот опыт нашим братьям и сестрам в Кыргызстане. Спасибо. Teşekkür muhadam. Sizleri tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür. Ректор Кыргызского государственного университета культуры и искусства имени Бибюсары Бишиналиевой Мамашарип Чотонов отметил глубокую нравственно-воспитательную силу иранского кино. Что можете сказать о сегодняшнем мероприятии? Значит, мы с иранским посольством уже довольно давно, с 2015 года усиленно вместе работаем, делаем разные совместные культурные мероприятия. У них в посольстве Иранской Исламской Республики, при посольстве есть культурное представительство. Вот это заведение работает очень активно, очень хорошо. Мы тесно с ними сотрудничаем. Это такое мероприятие у них не первый день, не первый раз проходит. Мы столько уже с 2015 года с ними тесно работаем. Такое мероприятие у них проходит каждый год. И мы, в том числе, и в нашем университете тоже проходило такое мероприятие. Мы тоже проводили совместно с ними. У нас фойе в общежитии и в университете в зале тоже показывали иранских фильмов. А также из иранских произведений наши студенты ставили спектакль. С этим спектаклем мы выступали на сценах драматического театра. В общем, мы с ним работаем очень тесно. Значит, наладите массу дружбы? Да. Очень у нас дружеское отношение очень налажено между нашим университетом и между иранским посольством. В том числе при посольстве, я как выше отметил, культурное представительство, это представительство очень тесное и очень хорошо работает. Организатором данного мероприятия выступило культурное представительство Ирана в Кыргызстане, руководителем которого является дипломат Парвиз Гасими. Он рассказал об истории иранского кино. Иранские кинематографисты в послереволюционные годы ежегодно завоевывали в среднем 92 кинопремии, то есть каждые 8 месяцев по всему миру говорили об иранском кино. Иран создал самый популярный сериал в исламском мире. Дореволюционный кинематограф в течение 45 лет создал 1141 фильм, в то время как после революции за 38 лет было создано 2175 кинокартин. Количество режиссеров до революции составляло 261, а после революции 716 режиссеров. Как и прошлые годы, в рамках Дней иранского кино в Кыргызстане, в Бишкеке и в Оше зрители увидели иранские фильмы. Картина режиссера Асадиана «Золото и медь», «Просто так» и «Сезон нарцисс».
Во время нашей поездки в Турцию мы посетили известную как крупный исторический и культурный центр провинцию Трабзон. Трабзон, ранее известный как Трапезун, город на берегу Черного моря на северо-востоке Турции, столица одноименной провинции. Некогда располагавшийся на Великом Шелковом пути, облик этого города и поныне славится очаровательным смешением множества религий, языков и культур. На протяжении всех исторических периодов Трабзон имел огромное значение для внешней торговли. Öncelikle tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Trabzon Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği. Объединение ремесленников города Трабзон создано в целях сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел региона для эффективной реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ремесел и народных художественных промыслов. У нас 49 профессиональных палат, членство в которых принимает 26 тысяч мастеров. Наша цель – защищать права и законные интересы своих членов в государственных органах, судах и иных организациях в порядке, предусмотренном законодательством Турции, международными соглашениями, регламентами судов. Знаете, что Трабзон – столица Черноморского побережья? Трабзон находится на побережье Черного моря на северо-востоке Турции, расположен на историческом маршруте Шелкового пути недалеко от гор Зигана. Это второй по величине город в Черноморском регионе и одна из крупнейших провинций Турции. Экономически Трабзон зависит от нескольких секторов, наиболее важным из которых является морской, так как здесь находится самый важный сельский порт в Черном море, известный как порт Трабзон. Также зависит от швейной и табачной промышленности и производства ряда сельскохозяйственных культур, некоторые из которых экспортируют в европейские страны, а также от производства меди, серебра и железа. Туристическая ценность нашего города, известного своей историей, социальным и культурным наследием, заключается в очаровательных туристических достопримечательностях и его великолепной природе, что делает его одним из самых привлекательных городов для посетителей со всего мира. Богатые города всегда важны в сфере недвижимости, особенно такие, как Трабзон, богатые историей цивилизации, уникальный город, куда туристы приезжают, чтобы насладиться прекрасным климатом и природой. Туристов привлекает сюда многообразие магазинов одежды нашего производства. Все они отличаются привлекательным уровнем цен. Здесь есть магазины и известных европейских брендов, а еще работают павильоны с ювелирными изделиями и часами. Для приобретения практических сувениров будет интересно заглянуть в магазины, которые продают товары для дома, а еще туристам стоит обратить внимание на обувные магазины известных турецких марок. На поиски сувениров туристы отправятся на рынок Авразия-Пазары. Несмотря на то, что значительную часть его посетителей составляют местные жители, туристы для себя здесь могут найти много всего интересного, особенно изделия наших ремесленников. Очень популярным сувенирным магазином является Сонья Бакырджидык. В нем всегда представлен большой выбор ремесленных товаров.
Столица Кыргызстана, Бишкек и наш город Трабзон являются городами-побратимами. Соответствующий протокол об установлении побратимских связей между двумя городами был подписан 6 лет тому назад, 3 марта 2014 года, в рамках 6-го Курултая по инженерии, архитектуре и градостроительству стран тюркского мира в Бишкеке. Пользуясь случаем, хотим передать привет и сердечные пожелания через вашу программу «Мост дружбы» кыргызстанцам.
Миргүл менен Гүлнара кошуналар. Алар экөө тең мыкты кожойкелер жана ар дайым үйдүн ийгилигине кам көрүшөт. Алар экөө тең үй бүлөлүк каржыны үнөмдөшөт. Бирок ар башкача. Алардын ар биринин үйүнө бүгүн кечинде конок келет. Бирок Миргүл үйүнө келгенде алган чайынын салмагы аз, ичи бөксө экенин көрдү. А Гүлнара ишенимдүү чай коюп камына баштады. Миргүл чай сураганы кошунасы Гүлнараныкына чуркады. Анткени чемпион Кения Sunset чайы бул жөн гана жакшы чай эмес, а ар дайым туура жана ар бир кутудагы так салмак. Чемпион Кения Sunset ар дайым таптак чай. где-то там вдалеке слышится мне колокольчиков звон в девичьей тонкой руке. Это любовь, и спешу я за ней, поезд меня подождет. Только в вагоне начался уже время обратный отсчет. Поезд жизни за вагоном вагон, он из мысли и души обретен. Каждый слышит судьбы голоса, поезд мчится, а нам спрыгнуть нельзя. Поезд стоит на запасном пути, ждет пассажиров своих. Помнит он детство, ушедшие дни, и о них тихо грустит. Помнит любви колокольчиков звон, времени быстрый разбег. С вечностью стал он давно обручен, двери открыты для всех. Поезд жизни за вагоном вагон, он из мысли и души обретен. Каждый слышит судьбы голоса, поезд мчится, а нам спрыгнуть нельзя.
За вагоном вагон, он из мысли и души обретен. Каждый слышит судьбы голоса, поезд мчится, а нам спрыгнуть нельзя. Пожалуй, нет на земле овоща, который был бы столь популярен, как огурец. На нашем столе он присутствует практически постоянно, как его только не употребляют. Едят в сыром виде, крошат в салаты, фаршируют, солят, маринуют, добавляют в рассольник, окрошку, азу и так далее. Блюд с огурцами просто не счесть. Тем не менее, далеко не все знают, какую пользу приносит нашему организму этот зеленый овощ. И сейчас мы расскажем о свойствах огурца. Первое. Очищает организм. Учитывая высокое содержание жидкости и наличие пищевых волокон, огурец прежде всего является продуктом, выводящим из организма токсины, шлаки и соли тяжелых металлов. В этом плане овощ особенно полезен лицам, проживающим в городах и мегаполисах, живущих рядом с предприятиями и рудниками. Более того, огурец способен выводить из организма радионуклиды, а значит, этот овощ должен обязательно присутствовать в рационе людей, проживающих в радиоактивных зонах и перенесших облучение. Второе. Укрепляет сердце и сосуды. Особую пользу огурцы приносят сердечно-сосудистой системе. Калий, который в высокой концентрации присутствует в этом овоще, поддерживает работу сердечной мышцы, защищая организм от тахикардии и других сердечных заболеваний. В огурцах найдены фолаты, которые укрепляют сосуды и сохраняют их эластичность. Да к тому же препятствуют оседанию холестериновых бляшек на сосудистых стенках. В результате такого воздействия у человека поддерживается нормальное давление, а значит, он защищен от гипертонии. Если же употреблять огурцы постоянно, можно не сомневаться, что даже в глубокой старости человек не узнает о такой проблеме, как атеросклероз. Кстати, немногие знают, что огурцы участвуют в процессе кроветворения и улучшают реологические свойства крови. Под влиянием этого овоща повышается текучесть крови и предупреждается появление тромбов. А это прекрасная новость для тех людей, которые страдают от варикозного расширения вен, тромбоза вен и тромбофлебита. Регулярное употребление огурцов может помочь отрегулировать не только кислотно-щелочной, но и водно-солевой баланс в организме, тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также таких заболеваний, как ревматизм, артрит и другие. Исследования показывают, что полезные свойства огурца включают даже противораковые и противомикробные действия этого натурального продукта, которые обуславливаются наличием природных антиоксидантов и солей. Третье. Оказывает мочегонное действие. Огурец – прекрасное мочегонное средство, которое быстро и эффективно выводит из организма излишки жидкости. Данная особенность чрезвычайно полезна для лиц, страдающих от гипертонии, так как естественным образом помогает снижать высокое давление, а также для беременных женщин, для которых отеки становятся настоящей проблемой. Но и это еще не все. Употребляя огурцы, можно нейтрализовать воздействие органических кислот, которые приводят к развитию мочекаменной болезни. Четвертое. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Рассматриваемый овощ налаживает обменные процессы в организме, избавляя от проблем с желудочно-кишечным трактом. Те, кто регулярно употребляют свежие огурцы, не знают проблем со стулом и не страдают от метеоризма. Более того, учитывая тот факт, что огурец прекрасно очищает организм, ускоряет метаболические процессы и имеет чрезвычайно низкую калорийность, его с уверенностью можно назвать лучшим продуктом для похудения. Это подтверждают и многочисленные диетологи. Не зря же огурцы входят в подавляющее большинство современных диет для похудения. Пятое. Укрепляет иммунитет. Польза огурцов кроется в укреплении защитных сил организма. Всему виной высокое содержание аскорбиновой кислоты, которая предотвращает окислительные процессы в организме и справляется с агрессией свободных радикалов. Благодаря этому человек, который с удовольствием кушает огурцы и блюда из этого овоща, реже болеет гриппом и менее подвержен аллергии. К тому же люди, употребляющие огурцы, практически не сталкиваются с весенним авитаминозом и быстрее восстанавливаются после болезней. Шестое. Заботится о здоровье щитовидки. В огурцах содержится много йода, микроэлемента, который необходим для поддерживания нормальной работы щитовидной железы. Особенно важно это для лиц, проживающих в радиоактивных зонах, где от проблем со щитовидкой страдает 80% населения. А ведь, включая в свой рацион этот хрустящий зеленый овощ, вы заботитесь о состоянии всей эндокринной системы. Причем, учитывая, что больше всего йода содержат свежие молоденькие огурчики, полезнее всего употреблять именно их.
Седьмое. Укрепляет нервную систему. Нельзя не упомянуть про пользу огурцов для укрепления нервной системы. В этом продукте содержатся практически все необходимые для этого элементы – магний, фосфор и, конечно же, витамины группы В. Эти вещества нормализуют нервные процессы в тканях, снимают тревожность, нервозность, спасают от ежедневных стрессов и депрессивного состояния. Более того, присутствующие в огурцах полезные вещества устраняют проблемы со сном и улучшают настроение. Восьмое. Поддерживает красоту тела. Огурцы являются настоящим кладезем витамина H, а ведь этот витамин необходим нашему организму для поддержания красоты кожи, волос и ногтей. Именно поэтому косметологи рекомендуют употреблять огурцы женщинам, которые хотят выглядеть прекрасно без применения косметики. Кстати, именно благодаря высокому содержанию биотина огурцы нашли широкое применение в изготовлении народных косметических средств.